والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Следующий хадис, Китабуль Джами, в главе, которая предостерегает от плохих нравственных качеств, это хадис от Абу Сирма. Хадис от Абу Сирма, радаллаху анху, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ман барра муслиман, баррахуллах, ва ман шакка муслиман, шакка Аллаху алейх». Тот, кто причиняет вред мусульманину, причинит ему вред Аллах. Тот, который чинит затруднения для мусульманина, тому даст затруднение Аллах. Это хадис, который передали Абу Дауд и Тирмизи. Тирмизи сказал, что это хороший хадис. Шейх Альбани также подтвердил, что это хадис хасан, то есть хадис хороший. Так сказано: «Ман барра муслиман», тот, который причиняет вред мусульманину. Причем этот глагол барра указывает на что? Что он не просто нечаянно причинил ему какой-то вред, а именно как умышленно и целенаправленно причинил ему вред. Сама форма этого глагола указывает именно на это. Муарра – это что? Причинить вред как? Умышленно, целенаправленно. То Аллах, субхану та'аля, Аллах причинит ему вред. Тот, который шакка муслима, тот, который устраивает сложности для мусульманина, Аллах, субхану та'аля, сделает для него сложность. Это одно из пониманий. Второе понимание – тот, который враждует с мусульманином, ссорится с ним, причиняя ему несправедливость. Это второе понимание слова «шакка», то Аллах субхану ва тааля сделает для него затруднение. Так, первое понимание второй части хадиса. Маншакка. Хорошо? Что такое шакка? Маншакка муслима, тот, который создаст затруднение для мусульманина. Второе понимание, тот, который в конфликте с мусульманином будет причинять несправедливость, воздаяние и тому и другому, что Аллах субхану ва тааля создаст для него затруднения. Этот хадис, в нем есть предостережение от пророка алейхиссалату вассалам, предостережение пророка алейхиссалату вассалам уммы от чего? От вот этих двух плохих нравственных качеств. Первое – это причинять вред специально мусульманину. В отношении его имущества ли причиняешь ты вред, или в отношении его чести причиняешь ты ему вред, или в отношении его семьи какой-то вред ты ему причиняешь, и так далее. То есть любой вред, который ты наносишь мусульманину, этого делать нельзя. И предостерегает пророк алейхиссалату вассалам от этого. И предостерегает алейхиссалату вассалам от чего? От того, чтобы создавать затруднения для верующих. Без основания для этого. Или, ведя с ними какой-то спор, имея какой-то конфликт с ними, причинять им несправедливость. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, хадис указывает на неприкосновенность чести мусульманина, на неприкосновенность имущества мусульманина, на неприкосновенность жизни мусульманина. Потому что сказано здесь, кто причинит вред, целенаправленно, любой вред, стало быть. Другой вывод из этого хадиса, что воздаяние, оно подобно деянию. Человек причинил вред мусульманину, Аллах субхану ва тааля причинит ему вред. Означает ли это, что Аллах субхану ва тааля причинит вред этому человеку непосредственно именно вот в этом вопросе, вот в этом случае, в этой ситуации, именно в которой он причинил вред мусульманину? И Аллах ему тоже прямо в этой ситуации и причинит ему вред? Нет, не обязательно. То есть, что было яснее. Два человека имеют торговую сделку. Хорошо. И один мусульманин обманул другого в этой торговой сделке, нанеся ему таким образом вред. Хорошо. То есть, обманул ли он его там как-то, или то, что мы говорили, аль-бей аля бей ахихи, то есть, продал товар в обход продажи брата, то есть, тот брат продал, а он пришел к покупателю и сказал: я продам тебе по цене меньшей или товар лучше. Таким образом расстроил торговую сделку своего брата. Он нанес вред своему брату? Да, нанес. Означает ли это, что Аллах субхану ва тааля именно вот здесь и причинит ему вред? То есть этот человек потеряет свой товар, понесет убыток и так далее? Нет, не обязательно. В другом Аллах субхану ва тааля причинит ему вред.
И обязательно причинит ему вред, если этот человек не исправит, не покается. Важный вывод в этом хадисе, братья, это то, как Всевышний Аллах защищает верующих. Посмотрите, Аллах защищает мусульман, Аллах защищает верующих. Он сам защитник верующих. Кто причинит вред верующему? Аллах, Он сам берет на себя наказание того. Причинить тому вред за то, что он причинил вред верующему, мусульманину. Если бы, братья, из всех достоинств, которые дает человеку иман, вера, дает человеку ислам, не было бы ничего, кроме этого достоинства, что Аллах сам защищает тебя. «Инна Аллах юдафи ани лазина аману». Поистине Аллах защищает тех, которые уверовали. Хорошо, те, которые веруют, верующие. Только это было бы достоинство у имана и у ислама. Уже этого было бы достаточно для того, чтобы человек хотел стать мусульманином, хотел стать верующим. Другой вывод из этого хадиса, что иногда какие-то хукмы, какие-то законоположения в текстах связываются в своем описании с тем, как это бывает обычно. Но это не значит, что распространяется только на это, а просто упоминается что-то, потому что так бывает обычно. Почему мы это говорим? Потому что здесь сказано «барра муслима», тот, который причинит вред мусульманину. Сказано мусульманину. Почему сказано мусульманину? А если он причинит вред кафиру, такому кафиру, чья жизнь неприкосновенна, чье имущество неприкосновенно? Хорошо? Неверующему. Разве это можно? Разве за это не понесет он ответственность от Аллаха субхану ва тааля? Понесет. Почему же сказано мусульманину? Потому что в основном этот запрет связан с чем? С взаимоотношениями между мусульманами. Хорошо? Потому что мусульмане, они в основном имеют взаимоотношения друг с другом. То есть из-за того, что в основном бывает так, упомянуто в хадисе, что? Муслим. Ну, вообще, конечно, если из неверующих, чья жизнь неприкосновенна, чье имущество неприкосновенно, кто-то нарушит это также, что подпадает под действие этого хадиса, потому что пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Ман каталя муахада лям ярих райхаталь джанна». Тот, который убьет муахада, то есть такого неверующего, с которым есть договор, которому обещана безопасность. Хорошо? Есть договор между ним и государством мусульман и так далее. Все это муахад, зимми и другие категории. Что сказано, не почувствуй запаха рая, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Другой вот из этого хадиса это утверждение атрибутов Аллаха субхану ва тааля. Мы делаем вывод об атрибутах Аллаха субхану ва тааля. Каких? Таких атрибутах Всевышнего Аллаха, как знание. Аллах субхану ва тааля знает о том, что с его рабом. И защищает раба. Знание Аллаха субхану ва тааля. Могущество Аллаха субхану ва тааля. Аллах способен защитить своего раба. Милость Аллаха субхану ва тааля к его верующим рабам. Мудрость Аллаха субхану ва тааля воздает Он за деяния подобным деяниям. Справедливость Аллаха субхану ва тааля. Посмотрите, из этого хадиса мы делаем вывод о стольких атрибутах Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Другой вывод из этого хадиса – запрещенность устраивать сложности для мусульман. Хорошо? То есть, если какой-то человек создаст сложность, неоправданную сложность для другого верующего, для другого мусульманина, он под угрозой, это мы должны все помнить, под угрозой того, что Аллах создаст трудность тебе. В первую очередь это касается кого? Это касается людей, у которых есть какая-то власть. Будь то верховный правитель, хорошо, или это какой-то наместник, или это директор в школе, или это мужчина в своем доме, хорошо, или это имам в мечети. Если он создает сложности для людей, то он под угрозой, что Аллах субхану ва тааля, Аллах создаст для него сложность. Если отец, например, дома возлагает на детей какие-то сложные вещи, сложные виды работ какие-то, что-то, что для них тяжело, он под угрозой того, что Аллах субхану ва тааля создаст для него сложность. И делать этого нельзя. То есть, насколько может обладатель власти и влияния, он должен что?
облегчать верующим, облегчать тем, которые под его началом, под его опекой, делать для них что? Облегчение, насколько это позволяет шариат. Аллах Субхану ва Тааля облегчает тому, кто облегчает для верующих. Потому что сказано в хадисе: «Ман яссара аля муслим, яссара Аллаху алейхи фид дунья вал ахира». Тот, который облегчает для мусульманина, делает ему облегчение, Аллах облегчает для него в этом мире и в вечном мире. Поэтому мы должны вот следовать этим путем. В том числе, особенно сидящие здесь, иншаллаху та'аля, тулябуль ильм, искатели знаний, особенно в вопросах шариатских хукмов. Если есть два мнения среди уляма. Одно мнение сложное для уммы, второе мнение не содержит в себе эти сложности. И ни у одного из этих мнений нет преимуществ друг перед другом в отношении доводов. Хорошо? Нельзя сказать, что это мнение предпочтительнее, потому что вот доводы на это. Оба мнения, они одинаковые по степени своей доказанности. Хорошо? Но одно из них создает что? Затруднение для уммы. Отдавать предпочтение какому мнению? Тому, которое облегчает. Хорошо? Другое понимание этого хадиса, мы сказали с вами, что если человек имеет ссору с кем-то, и если он в этой ссоре что? Допускает зульм, несправедливость, то также его ждет такое же наказание, какое, что Аллах Субхану для него сделает трудности. Запрещено в причине какого вреда, именно о чем идет речь, когда человек специально делает вред. От какого слова? Мударра, да? Хорошо, то есть это специально. А если имеет право на причинение этого вреда, имеет право, если на причинение этого вреда, как, например, кисас, хорошо, или какой-то другой, когда есть право или есть нужда в этом, тогда что? Сюда это уже что? Относиться не будет и не будет подпадать под этот запрет, под действие этого хадиса.